Чейзенер, біз жарачапс хакаслым уроктарын сынықтып шабыз ибдегі тоқысты. Сынықтып шабыз ибдегі тоқысты означает, мы проверяем домашнее задание. Так, рабочий стол переключаем. Давайте, Наталья, начнем с вашего примера. Хорошо, с ваших заданий. Зачитывайте так, только хакасские тексты, а потом уже по каждому предложению пойдем. Чей, Наталья? Үгретші баларны немецкой тіліне үгредік. Угреддер. Угред. Алда малты иртен паза ирді азырерға керек. Анын нанжин пешікті пасхан. Мин хакас тілін мағат пелерға сағынам. Так, давайте теперь разберем. Угредчи палылыр на немецкой тилине угредер. Ну, в принципе, как бы верно, но лучше будет, если скажете немец тилине угредер. Угредчи палы, а смотрите теперь, детей, да? Как вам во множественном числе поставите слово палы? Детей. Палалар. Да, палылыр, и потом примыкаем аффикс винительного падежа. Палылырны. Угредчи палылырны, немец тилине угредер. Вот теперь уже все корректно. Учитель детей немецкому языку будет обучать. Дальше. Алда. Так, а теперь смотрите, мал. Да? Вот там помните, вот мал, аффиксы так у нас какие есть? Н, не, т, н. Мал. Т у нас примыкает к чему? Глухому. А л у нас звонкое. Так ведь? Следовательно, будет мал. Малны. Да. Потому что л звонкое. Т примыкает только к глухим. Малны. Вот. Понятно, да? Вот. Алда малнын. Ихтен паза ирда азрир. Теперь все корректно. Шахсе. Дальше. Его друг письмо написал, да, мы будем так. Анын нанджи. А теперь смотрите. Помните мы нанджи, его, да? Анын нанджи. Давайте посмотрим таблицу, где мы изучали категорию принадлежности. Вот. Сейчас, подождите. Анын нанджи. Что вы будете примыкать? Нанджи на гласное, да? Нанджи. Вот. Анын нанджи з. Понятно, да, почему з будет? Анын, видите, да? Нанджи на гласную заканчивается. Нанджи, да? Нанджи з. Будет анын нанджи з. Нанджи з. Да, вот. Анын нанджи з. Набираем. Пишкты пасхан. Вот теперь будет правильно. Анын нанджи з пичек пасхан. Но смотрите, я еще хочу теперь уточнить. В хакасском языке вот эта функция винительного падежа не всегда аффиксы вот эти вот можно употребляться не во всех случаях. В каких случаях не употребляется, честно сказать, не скажу. Знаете почему? Потому что надо делать исследование, но такая тенденция есть. Ну, допустим, да. Анна нанджизы пищик пасхан. Если скажете пищик пасхан, тоже будет правильно. Анна нанджизы пищик. То есть тут нанджизы, да, субъект. Что делал? Пасхан. А пищик все равно в винительном падеже стоит. То есть по отношению к нему совершается какое-то действие. Пишется, да, письмо. Вот. Можно пищик пасхан, ранняя форма, она бы вот именно к этому слову, вот то, что вы написали, она точна, но сейчас, если вы скажете Анна нанджизы пищик пасхан, тоже будет верно. Теперь это ухо не режет. Вот. Понятно, да? Именно просто запомните пищик пасхан. Нанджизы пищик пасхан. Вот этот пример, он такой, может быть, это исключение. Но не совсем исключение, есть еще другие варианты. Почему? Где пока не ясно, в каких случаях этот аффикс выпадает. Мен хакастелин магат плерге сахчин. Тут все верно. Мен хакастелин магат плерге сагым. А теперь смотрите. Знать хочу. Сагым. Вот, хочу. Это же ведь настоящее время, да?
То есть я в Да. настоящее время хочу, именно на данный момент времени. Значит, я что Не, делаю? я хотела в будущем поставить. Как бы. Так, Ну да, хочу, конечно, в ну, настоящем. все равно в настоящем надо поставить, потому что в будущем, как мы вот, мен хакаскин махат пилерді сағынным, можно так вот пилерді сағынным, но тогда будет, я хакасский язык знать, ну, в общем, буду хотеть знать хакасский язык, когда-то в будущем. Понятно. Примерно. Нету версии. Да, сағыншам будет. Мен хакаскилин махат пилерді сағын думай, сағынша думает, сағыншам я думаю. Понятно, да? Мен сағыншам, я думаю. Пілерга, мағат пілерга, хорошо знать, думаю. Хакастилин, тут верно, вот этот аффикс, он правильно поставлен. Хакастилин. Ну, правильно, в принципе, все хорошо. Правильно, мағат. Так, ну, дальше Евгений. Мин энены 4 салбам. Пыс сабан албабыс. Мгм. Син хармахты тутпазын. Мгм. Сирер чены кюрбезер. Ол ханатты итпен. Мгм. Олар чипты талбанар. Талабан, да. Талабан. Ну, смотрите, как бы формально у вас все правильно, верно. Давайте посмотрим. Мин, я иголку не терял. Мин инге, тут инге поставим. Инге корень слова, инге иголка, да. Инге не щедр салбам, не потерял. Щедр салбам. Давайте так сделаем. Щедрсал, мы потом будем поразбирать сложный глагол. Это сложный глагол, щедрсал, потеряй. Значит, салбам не потерял. Мин не значит салбам, я иголки не потерял. Так, дальше. Пис сабан албабыс. Мы бочку не брали, не взяли, не купили, возможно, тоже. Вот алба, в данном случае вот это вот пис салбан албабыс. Мы бочку не взяли. Можно даже перевести. Даже не купили. Ну, если варианты как бы. А тут я пропустил, кажется, и букву сабаны. Сабан, сейчас Пыс Сабан сабаны. албабс. Да, вот, вы теперь верно. Посмотрите, опять. Пис сабан албабс. Вот, вот этот пример, который мы говорили с Натальей, да, то же самое. Пис сабан албабс правильно будет, но можно сказать тоже пис сабан албабс. И почему-то это работает. Вот, не скажу, почему работает, но работает. Пис сабан албабс. Мы бочку не взяли. Вот. Дальше. Син хармахта тутпазм. Син, да, и тутпазм ты не держал, правильно. Хармахта тутпазм тоже верно. А теперь какой контекст вы придаете вот этому предложению? Просто Никакого, просто грамматика. Ага, теперь смотрите, в данном случае, если вы скажете опять син хармах тутпазм, тоже будет верно. И так правильно, и так правильно. То есть я так полагаю, что сейчас идет тенденция упрощения вот безаффиксного варианта винительного падежа. То есть как бы винительный падеж дано без аффикса. Вот такая тенденция идет. Ну, вот, я только так понимаю, иначе вот объяснить не могу. Совершенный кюрбезер. Причем это современная тенденция. Раньше, 50 лет назад можно было так сделать. Не знаю, не уверен, но возможно. Совершенный кюрбезер. То же самое. Щен – это племянник, да, щенны племянника не видели. Формально все правильно. Ол ханнетте итпен. Тоже верно. Ханнетте итпен. Ну, как бы контекст какой-нибудь нужен, да, вот куда крыло, чье крыло, допустим, куда прилепить. Крыло Да? машины пойдет здесь как бы по Да. значению? Можно крыло? Тогда, ну пусть ханнетте итпен, пусть это предложение остается, тогда если прибавить машина, тогда надо будет. Смотрите, как сделайте, давайте употребим машина, тогда меняется немного, то есть надо подумать, машина, ханна, надо поставить вот это слово в категорию принадлежности. То есть ханет уже принадлежит машине. Это не просто ханет, а именно машинное крыло. Как скажете крыло машины? Крыло машины. Машина нын ханат. Да, но машина
Ханат. Хана. Кто поправит? Ты. Ды. Да. Хана ды. Вот смотрите, да, давайте посмотрим таблицу. Ханат. Так, у нас где этот пример? Ну ладно, мы сейчас. Ханат. Аным, да, вот смотрите. Ханат, вот вариант согласный, видите? Аным, машинаным, чья, то есть машинаным аным ханат, глухое, да, ну к глухому, когда примыкает и, то т озвончается. И вот получается у нас машинаным ханады. Да, вот так. Ну, вот так должно было быть. Ол машинным ханаты, да. Ханады. Так, а теперь смотрите, а теперь надо поставить в винительном падеже ханады и ставим в винительном падеже, какой аффикс примыкаем из этих вариантов. Машина на ханады. Что поставить, Евгений? Ханадын. Да, ты примыкает к глухим, к звонким, а это гласным. Ханадын, верно, получается. Ол машинаның ханадын итпен. Он крыло машины не сделал, не отремонтировал, допустим, да. Не делал, не ремонтировал. Ну, допустим, так напишем. Ханадын итпен, крыло сломалось, допустим, да, надо было сделать крыло машины. Ол машинаның ханадын итпен. Так, теперь понятно, да? Дальше. Олар чипты талабаннар. Не рвать. Тале. Корень слова тале. Вот так будет тале. Талебе. Так, вот смотрите. Вот в прошедшем времени мы уже немножко подзабыли, наверное, да. Вот форма ганген идет. Ханкен, аньен, да. Тале. И есть аффикс отрицательной формы тале б. Помните, мы проходили? Тале б, пар б, допустим, да. Пар б д. Тале б д. Вот. Вот эти вот формы. Тале б. Так, получаю. Улар чипты талабаннар. Талабаннар. Нар это множественное число. Талабан не порвал, да, не рвал. Талабаннар они не рвали. Ну, просто пока, допустим, если правило трудно запоминаться, хотя бы запоминайте пока по форме фразы. Вот на данный момент, если вы, допустим, предложение написали, да, запомнили, улар щипты талабаннер, они нитку не рвали, просто запоминайте форму, потом уже по аналогии можете вставлять другие слова уже, когда они будут приходить, как примеры, да, можно потом их употреблять. Так, сурух барба, Евгений, к примеру, к вашим примерам. Сурух чол. У остальных, может быть, вопросы есть, к например. Так, Таламан, давайте прочитайте ваш пример. Если какие-то вопросы были непонятны, можно теперь уже уточниться. Таламан, вы меня слышите? Так, и давайте еще раз. Ага. Тынақ күнерінде мен город Сарға барғам. Ага, сейчас подождите. Да. Мин город Сар, паргам. Так, вот смотрите, вот давайте разберем сначала мин, да, паргам. Мин паргам. Ну, у вас на этих занятиях не было, потому что мы раньше проходили эту тему. Мин. Ну, город Сар, вам понятно, да, город. Сарсир – это аффиксы направления. Я вам таблицу вышлю, вот эту таблицу. Вот. Нет, падежей нет еще. Так, город Сар – это аффикс направительного падежа. Паргам, допустим, да, это прошедшее время. Просто запомните, мин паргам, прошедшее время. Хорошо. Кунеринде, кунере, вот это вот как раз категория принадлежности кунер, да, кунеры принадлежит слову выходной, выходные дни. Кунеры
Энде – это уже место, то есть место события, когда это происходило. Тынар күннерінде мен город сапардым. На выходные я поехал в город. Просто саму фразу запомните, надеюсь, да? Мгм. Дальше читайте. Бала менен ойнаргам. Так, сможете сформировать по-русски? С ребенком играл, да? Да, Так, играл, с ребенком. да. Причем со своим, не просто, да. Мгм. Да. Если бы просто и с чужим, да, палы, ребенок пален. Если с чужим, палыном, ой, нам. Вообще играл просто с ребенком. Не важно чей, просто с ребенком. А когда вы говорите свой ребенок, то пале надо его поставить в категорию принадлежности. Мой ребенок. Палам. Палам. И вот тут, вот, допустим, да, мином, вот он. Пале, вот таблица мином идет, да, и Мгм. заканчивается на гласную пале, мином, палам. Вот этот пример. Мином, палам. И получается палам, нам. Ну, в хакасском языке обязательно надо, ну, обычно вот, когда с кем-то, да, хаде ойнам. Ойна – играй. Там есть аффикс прошедшее время ойнам и мин ойнам. Ну, Мгм. надо будет вам посмотреть ранние уроки по временам. Или просто пока просто запомните. Палымна хада ойнам. Играл со своим ребенком. Это все в прошедшем времени. Играл. Ойнам. Понятно, да? Палымнан хада ойнам. Играл со своим ребенком. Вот так. Так, здесь, ну, надеюсь, понятно. Палымнан хада Да. ойнам. Ну, дальше прочитайте теперь. Базарга баргам. Базарга. Базарга. Базар, да? Вот. Да. Базар. Вот в хакасском языке Б пишется. Базарга паргам. Переводится шел на базар. Да. Базарга паргам. А скажите, вот на выходные шел на базар. Вот, Жыйнак күндөрүндө базарга баргам. да, вот. Тунап кунеринде, вот эту же фразу берем, допустим, и И вставляем. да, и вставляем. Ну, кунеринде базар баргам. На выходные дни пошел на базар. Дальше. Сөберимен ибди одыргам. Вот то же самое, да. Палымның. И это Ага. вот конструкция. Сөбірімнің. Сөбериммен. Да. Сөбірімнің хады. Да. Хада ибди одыргам. Сөбірім. Вот смотрите, как формируется слово. Сөбірі, корень слова. Это мое, моя семья, да. Сөбірім. Первое лицо. Нен уже притяжательный. Вот. Чей? С кем? Да, сөбірімнің, с моей семьей. Сөбірімнің хады иді одырғым. Ну, то же самое. Одырғым, парғым, допустим, да, исходное время. Похоже. Прошедшее время. Так, дальше. Спортзалга баргам. Ну, это все в прошедшем То же времени. самое, да, то же самое. Ну, в принципе, как бы верно вы сделали в том смысле, что употребили одни и те же формы, чтобы вам не разбрасываться пока, да. Спортзал, а потом в спортзал пошел и к родственникам пошел, да. Да. Ну, смотрите, вот в хакасском языке туган корень, да. Тугандар это в кыргызском языке, когда много родственников, да. Тугандар. Да. То есть, а как, допустим, скажете, только к одному родственнику, если вы пошли? Туганга. Вот, да, так, да. А в хакасском языке аффикс нар употребляется. Туганнар. И обязательно надо будет употребить аффикс направления. Туганнар зарбаргам. Не га, как в кыргызском языке, а зар лучше употребить. Туганнар зарбаргам. То есть по-кыргызски тугандарга, да, я так понимаю, тугандарга. Да. Туганнар зар. Смысл тот же. Хорошо. Понятно, да? Туганнар зарбаргам. Ну, надеюсь,
понятно было вот по этим фразам? Так, Оксана. Из Шебесерерне. Адайны, кызыны, наверное, истерга, югредерга кирек. Ну, давайте. Просто так. Кызыны, истерга, угредерга кирек. Так, ну-ка переведите на русский язык. Я хотела сказать, что собаку надо учить Слушайте слушаться. человека. Да. Так. Так. Ну, или хозяина. Ну, правильно вы, да. Адейны, кызыны, истерга, угредерга кирек. Вот так вот будет то, что вы сейчас сказали. Адейны, собаку надо учить. Так, угредерга кирек. К чему истерга? Да, учить. Истерга кого? Кемны по-хакасски, да? Кемны. Кызыны. Вот, да, ну правильно. Кемны. Вот, кемны истерга. Кызыны истерга. Все верно, правильно. Адейны, кызыны истерга угредерга. Все верно. Так, шахсы. Дальше. Англия тилин прай палылар школада пыр класста үйренчилер. Ага. Прай шахсы. Англия тілін прай балалар школада бір класста үйренчилер. Шахсы. Так. Английский язык все дети в школе в первом классе учат. А, подождите. В первом классе или в одном классе? В первом. В первом. Тогда смотрите, тогда ситуация меняется. Смотрите, вот я-то перевел, смотрите как. Англия тілін прай балалар, все дети английский язык школада в школе украинчилар изучают пір класста. Пір класста вы написали в одном классе. Пір класс это в одном классе. Это не первый класс. А вот первый класс будет постага класса. Угу. Вот так будет. Пренджин, у нас там, я сегодня хотел дать вот как раз вот эти вот аффиксы по цифрам, но не успею, думаю. Может быть, успеем. Англия тілін прай балалар школада постага класс үйренчилер. Давайте мы сейчас дочитаем и мы возьмем вот эти вот примеры. Как формировать порядково-числительные. Постага класс үйренчилер. Так, дальше. Ам YouTube каналны кюржен палылар уга кюп. Так, перевод. Сейчас YouTube канал смотрящих детей очень много. Ага, орта прай. Ам YouTube канал на кюржен палылар уга кюп. Все правильно вы сделали. Так, дальше. Олны телирга кирек. Перевод. Парня искать надо. Шарьер, так. Хысты удурлирга кирек. Девушку встречать надо. Ага, а теперь смотрите. Удурлирге или удурлирга? Удурлирга у меня не получилось. Ага, ну понятно. Потому что там гласные. Вот смотрите, в хакасском Я языке... имею в виду... В хакасском языке, смотрите еще раз. Удур, ну, если это технически не получилось, это ну, ладно. Удур, у нас, помните, твердый гласный А, О, У, И. 4, да. А, О, У, И. У это твердый гласный, значит, аффикс должен быть тоже твердый, не мягкий. Не смотрите, что здесь И. Сагайцы так и говорят, удурлирге. Сагайцы вот в разговорном языке, сагайцы, как правило, так говорят, я тоже сам говорю вот, иногда. Но правильно, с точки зрения литературного языка, литературной письменности, точнее говоря, удурлирга. В быту можете сказать удурлирге, ошибки не будет именно в простом говорении, в бытовом говорении. Но писать нужно га. Понятно, да? Удурлирге кирек, удурлирге кирек, ошибки не будет. Но это в разговорной речи. Это как так, примерно как здрасте, ну, обычно пишется здравствуйте, допустим. Хотя здрасте, конечно, тоже можно написать. Ну, это же другой стиль будет. Ну, про шахсыс, в общем-то, неплохо. Давайте мы сейчас порядково-числительные
пройдем. Вот как раз то, что поставы. Числительные мы проходили в прошлый раз, помните, да? Давайте еще раз я прокручу назад. Вот. Да? Давайте я вот скопирую числа. И теперь их поставим, ну, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 10. И вот как будет по-хакасски. Вот смотрите, допустим, когда речь идет, допустим, да, поставы, вот поставы, надо поставить вот так, поставы, первый. И кенже, второй. Зинже, третий. Төртінші, четвертый. Бесінші, пятый. И замечайте правило. Нже, да, алты. Как вы скажете шестой? Наталья. Допустим, Наталья, как скажете алты, шестой? Алты. Алтынжи уже по твердости идете. Алтынжи. Сейчас, подождите. Так, алтынжи. А если 7, как вы скажете? Четенжи. Да, щитынжи по мягкости. Щитынжи. Так, Оксана, как скажете 8? Сигистинджи. Да, но смотрите, сигсинджи, но с у нас озвучается, потому что между гласными сигзинджи получится. Сигизинджи. Да, тогыз, Узинджи. тогызын, по твердости идем уже. Зинджи. Тогызынжи. Так, и 10. Онжи, да. Вот. Вот. Смотрите, что происходит. Исключение составляет вот число единица. Это исключение постага принджи не говорят принджи, говорят постага. А дальше уже икинджи, үзинджи, тюртинджи, пизинджи, алтынджи, щиттинджи, сигизинджи, тогызинджи, онынджи. Ну и дальше по аналогии, Евгений, как вы скажете, 20-й? Шиберге. Чеберегынжи. Да, Шибергинджи, 30-й. Отызынжи. Совершенно верно. Вот, да. 40-й. Хырхынжи. Во. Хргынджи. Х озвучается у нас. Так, 50-й, как скажете? Или гинжи. Во. Или гынджи. Так, Эламан, 60-й, как скажете? Инджи прибавляем или инджи? Инджи. Какой вариант? Да, алто нын. Щитон, как скажете? Щитон нынджи, да. Сигзон 80, как скажете? Сигзо нынджи. Сигзонынджи. Ну, произносится сигзонынджи. Пишется сигзонынджи. Сигзонынджи произносится без о. Сигзонынджи. 90 тогзонынджи. И 100 будет щзинджи. Щзинджи. Сейчас. Щзинджи. Сотый. Щзинджи. Тогзонынджи. Пишется, произносится тогзонынджи, сигзонынджи, тогзонынджи, щузинджи. Монынджи, ну и миллионынджи, да. Миллионынджи, миллиардынджи. Вот, порядково числительное. Ну, допустим, как скажете, мой первый ребенок, Наталья, как вы скажете, мой первый ребенок по-хакасски? Менің пастағы балам. Во, миным постағы палым. Оксана, как скажете, мой второй ребенок? Миның икинджи палым. Угу. Третий мой ребенок?
Менің үзенші балым. Ага, Эламан скажете, мой 4-й ребенок. Менің төртінші балам. Да, миным 4-нче балым. Так, Эламан 5-й ребенок. Менің бесінші балам. О, совершенно верно, 6-й. Менің алтыншы балам. Орте, 6-нче балым. Так, 7-нче. Так, ну давайте, Евгений. Менің 7-нче балам. 7-нче, да, и дальше до 10. Менің 8-нче балам. 9-нче балам. Ага. Менің 10-нче балам. Ну ладно, женитесь, 10 детей вырастите. Так, 10-нче балам. Ну ладно, в общем, поняли, да, порядковые числительные, каким образом формируется. Как скажете, Наталья, моя первая школа? Менің пастағы школа. Школа. Ставите в категорию принадлежности по аналогии палым. Пастағы школам. Во, еще раз. Моя первая школа. Менің пастағы школам. Ага, а теперь я спрашиваю, сирерның пастағы школаңар қайда болған? Вы отвечаете. Қайды? Қайда болған пастағы школаңар? Место. Менің пастағы школа. Школам. Школам Грозныйде болғам. Во, Грозныйда болған, да? Менің пастағы школам Грозныйда болған. Оксана, сирерның пастағы школа қайда болған? Менің пастағы школам Асқысты болған. Эламан пастағы школаңар қайда болған? Менің пастағы школам Сәногорскіде болған. Сенегорда болған. Евгений, пастағы школаңар қайда болған? Менің пастағы школам Би аймағында болған. Чарир. Поняли, да? Вот, каким образом формировать вот эти вот сочетания. Ну, давайте так, у нас осталось тут 1,5 минуты, 2 минуты. Дома составить на порядковые числительные подобные же фразы, ну, вот, употребляя, допустим, уже винительный падеж, может, да. Ну, в общем, все те знания, которые у вас есть, употребить вот эти вот порядковые числительные. Ну, где-то по 5 примеров. Давайте также сделаем. До завтра. Таңда хашитра, до завтра. Также в 9 часов встречаемся. Шарирба, иди. Чечерер. Ага. Давайте, в общем, у нас так, все уже чуть-чуть осталось. Че алғыс болсын, спасибо, что пришли. Келгініңер үшін алғыс болсын. 9 шабыз таңды, ерді 9 шаста. Че, таңда хашитра, үзіршем, запомните, выключаю, үзіршем, выключаю. Че, үзіршем. Че, аным жоқтыр? Азат, оғасқан жа. Анам жоқ.